Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. 1 погиб, 15 пострадали. Выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле». Как понедельник стал черным. Елена Веселова. Голосуют все. Хочется, чтобы светло было на улицах, чтобы дороги были. Как в селах республики проходят референдумы по самообложению, увидел Рамиль Шайдуллин. Нет зарплаты, света, отопления и корма для скота. Мы даже не знаем, сколько нам начислили, что нам перевели. Какова сумма долга сотрудникам и кто за это несет ответственность, разбиралась Юлия Муратова. Профессиональный разбор. Вопрос все-таки, в каких случаях арестовывать предпринимателя или нет, это остался до сих пор актуальным. Какие проблемы возникают у бизнеса и как им готовы помочь эксперты, выслушал Дмитрий Аренин. 1 человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП на трассе Заинск-Набережные Челны. Авария произошла сегодня утром. По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Сначала врезался в одну машину, потом в другую. Все обстоятельства сейчас выясняет прокуратура. Что известно к этой минуте, расскажет Елена Веселова. Утро понедельника. Дорога Заинск-Челны. Проезжающие мимо водители притормаживают и снимают на камеру все происходящее. Легковушка вдребезги, газель всмятку. Одна жертва и 15 пострадавших. Что-то там нормально так. Все произошло примерно в 8:50. На трассе «Газель» выехала на полосу встречного движения. В результате столкнулась с «Шевроле». После этого микроавтобус развернуло на 90 градусов, и он врезался в Volkswagen Polo. В этот момент в «Газели» находились 14 пассажиров. В результате ДТП 34-летний пассажир «Шевроле» погиб, водитель «Шевроле» и 5 пассажиров «Газели» с различными травмами госпитализированы. Водительский стаж водителя составляет 16 лет. В течение 2 календарных лет к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на территории Татарстана он привлекался 6 раз. 6 человек были доставлены в Заинскую ЦРБ. 3 из них госпитализированы. Их состояние средней степени тяжести. Одного пострадавшего перевезли в Нижнекамскую больницу. Еще 2 находятся в БСМП Челнов. Из числа пострадавших пациенты обратились в основном с ушибами мягких тканей. Те пациенты, которые госпитализированы, они обратились, собственно, с переломами костей скелета. Как нам удалось выяснить, микроавтобус принадлежит компании «Трансавто». Сегодня было ДТП под Заинском. Это вот автобус принадлежит вашей компании? Да. Были ли в порядке документы? Есть ли лицензия на перевозку? С владельцем нам сегодня побеседовать не удалось, он не отвечает на звонки. Сейчас все обстоятельства проверяет прокуратура. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям перевозчика. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок. Это уже не первая смертельная авария на Заинской дороге. В июле 2017 года при обгоне автобус зацепил грузовик, который буксировал фуру. В результате автобус опрокинулся на бок и загорелся. В огне тогда погибли 14 пассажиров, включая 2 детей. Жизнь еще 15 удалось спасти. Елена Веселова, Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев. ТНВ, Набережные Челны, Казань. Наш знаменитый КамАЗ-мастер отправился на ралли-рейд «Дакар-2020». До старта в дюнах Азии с командой встретился президент Рустам Минниханов. Накануне на полигоне Тарловка он не только пообщался с пилотами, но и протестировал грузовики лично. На традиционных проводах не просто узнать президента республики. В Саудовскую Аравию команду Рустам Минниханов провожает в форме КамАЗ-мастер. К будущему Дакару подготовились, модернизировали грузовики. А этот вот оттуда питается, да? Главные инженеры и механики оптимизировали работу двигателя, уменьшили усилия на рулевом колесе. Автомобиль сейчас мягче реагирует на курс и все меньше вероятности опрокидывания. Опробовать обновленный КамАЗ на трассе решился Рустам Минниханов.
Работу, которую провели на КамАЗе над машиной, президент оценил. Космический корабль, а не автомобиль это. Она и плавнее, и мягче, и извилистые дороги хорошо держит. И кабина, и двигатели, коробка передач, и тормозные системы. Это все говорит о том, что сегодня КамАЗ – это компания мирового уровня. 7800 километров должны преодолеть гонщики на ралли. Это горные лабиринты и пустыни. Потому в оснащении команда старается не отставать от конкурентов. Каждый год автомобили наши претерпевают улучшения, так же, как и наши соперники стараются что-то новое внести, внедрить. В этом году будет еще, наверное, интрига, связанная с навигацией. Не только от пилотирования, но будет зависеть от всего экипажа, и от пилота, и от штурмана. И вот это нововведение, то, что легенды будут выдаваться за буквально там 10-15 минут перед стартом, что штурмана практически не успеют их проработать, отработать. Эти соревнования будут проходить в канун 50-летия КамАЗа, потому Дакар 2020 станет особым. Я уверен, что мы будем бороться за высшую ступеньку. Вы по-другому просто не умеете. Вот. Мы будем всем КамАЗом всегда с вами. Сейчас грузовики отправили во Францию для технической проверки. После на пароме их доставят на Аравийский полуостров. Ралли стартует 5 января. Хайрли Сарата, удачи вам. Зарина Ахметова, ТНВ, Набережные Челны. В селах Татарстана стартовали референдумы по самообложению. Вчера они прошли на 115 участках в 16 районах. Селяне отдают свои голоса за улучшения, которые хотят увидеть в следующем году. На собранную ими сумму республика добавляет в 4 раза больше. О том, за что голосуют и что уже получили в селах, Рамиль Шайдулин. Отдать свой голос значит сделать лучше своей улицу и село. 5-й год жители Большого Сардика ходят для этого на референдумы. Мы каждый год с семьей участвуем в этом референдуме. Мы понимаем, что это все надо. Хочется, чтобы светло было на улицах, чтобы дороги были. Вот, поэтому мы пришли с семьей, проголосовали. В прошлом году на средства самообложения обустроили этот родник. Теперь каждый житель может быстро и круглосуточно набрать родниковой воды, а вот с этой вышки в их дома приходит вода артезианская. По новому автомобильному мосту можно ездить даже в распутицу. За все это голосовали в прошлые годы. На строительство дорог, на водоснабжение населения, на безопасность. Один из примеров – вот этот пешеходный мост, который соединил 2,5 деревни. Его установили в прошлом году, и стоил он 250 тысяч рублей. Раньше здесь был старый деревянный мост, очень плохой. Во время разливов было невозможно. Средняя сумма вложений по республике от 300 до 500 рублей. Но в Нижнекамском районе на эти деньги даже смогли построить новое пожарное депо. Включились селяне, помогла республика. Я всегда за, чтобы местности были все здорово и в порядке. Этой возможностью пользуются все села республики. В выходные референдумы прошли сразу в 16 районах. Небывалый ажиотаж в Буинске. С 7 утра люди сразу на 15 участках. На рубль наших вложенных денег из бюджета 4 рубля, по-моему, добавляется. Поэтому я в числе сознательных граждан пришел проголосовать. В Мамадышском районе на этот раз селяне собирают по 400. Они пойдут на дороги и инфраструктуру. Нужды района, восстановление памятников, кладбищ, строительство дорог. За честностью и прозрачностью процесса следят приезжие наблюдатели. В эти выходные они работали на всех 115 участках республики. То, что мы видели, с кем мы общались, на должном уровне организовано. И вот сказать о каких-то нарушениях мы не можем, потому что их нету попросту. На местах остается подсчитать все голоса. Чем больше за, тем больше перемен. Уже в следующем году в селах появятся новые дороги, колодцы, благоустройство и освещение. Рамиль Шайдулин, Вадим Илларионов, Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов, Кристина Штейнгауэр, ТНВ, Кукмарский, Буинский, Мамадышский, Нижнекамский районы. Нет зарплаты, света, отопления и корма для скота. В такой ситуации оказались работники отделения Сюкеева агрофирмы «Камская». По их словам, некоторым не платят зарплату уже полгода, а из-за отсутствия условий погибают животные. Какова сумма долга сотрудникам? Почему не платят? И кто за это несет ответственность? Разбиралась Юлия Муратова.
кому-то дают зарплату, кому-то нет. Так сотрудники агрофирмы «Камская» жалуются, полную зарплату на руках не держали уже полгода. А если кому-то и платят, то говорят минимум. По их словам, такая ситуация тянется с апреля. Именно тогда сменилось руководство. Мы даже не знаем, сколько нам начислили, что нам перевели. Вот 12 тысяч, там 13 они всем раздают, а все, что больше там это, они как бы убирают, как они нам это объясняют, это премиальная часть. Я понимаю, премиальная часть, она прибавляется к зарплате, но не с моей зарплаты. На ферме почти 2000 голов скота, но сотрудников интересует, как их содержать. Корма и лекарств крайне не хватает, утверждают они. Да и условия труда оставляют желать лучшего. Внутрь Камской агрофермы нас не пускают, но ее состояние можно увидеть и отсюда. Так телятник покрыт резиновым рваным тентом, а по словам сотрудников, им приходится работать без света и отопления. Отопление у нас не работает, в доильном зале холодно. Там никому ничего не надо. Ни солярки, ни запчастей, ни зарплаты. Зябка, можно сказать, вообще не спаханная. Мы сегодня обратились к руководству агрофирмы. Работодатель не согласен с рабочими. Корма заготовили в достатке, проблем не будет. На будущий год у нас идет с 15% запасом корма. Это раз. Во-вторых, зарплата выплачивается, правда, траншами. В связи с тем, что были проблемы при уборке, гибель полей была сильной. Сейчас инвестор работает над этим. Однако, когда задолженность погасит полностью, точных сроков он не называет. Чтобы узнать, как контролирует ситуацию в районе, мы обратились в исполком. Молочный комплекс, наверное, сами видели. В прекрасном состоянии. Те, которые телятницы жаловались, есть много упущений по технологии самому ведения животноводства. Проблема на сегодняшний день по заработной плате имеется. За сентябрь, значит, не погашено более 3 миллионов рублей. Когда работникам вернут долги и сколько их набежало, мы обратились в прокуратуру. Еще месяц назад работники сами обращались в суд и выиграли. Задолженность на тот момент была 900 тысяч рублей. Исполнительные документы были направлены в службу судебных приставов. Сейчас осталось 2 работника, перед которым еще долг не успели закрыть. Так и остался открытым вопрос, что же выплатили людям, всю зарплату или только оклады. За этим будет следить прокуратура. При неисполнении решения суда с работодателя взыщут дополнительные сборы. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Камско-Устинский район. Профессиональный разговор и детальный разбор. Сегодня в Казани эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» разбирали 3 сложных кейса: недобросовестная конкуренция, уголовные преследования бизнесменов. И что советуют правоведы в решении непростых проблем, узнал Дмитрий Аренин. Так, раньше на этом карьере в Высокогорском районе 2 компании-партнеры работали, а теперь разбираются, кто прав, кто виноват. Одна требует выплатить 29 миллионов рублей, другая обвиняет в различных нарушениях и инициирует проверки надзорных органов. Собственно, мы понимаем его, скажем так, намерение. Намерение это в первую очередь не платить нам по данному решению суда. Я начал обращаться в государственные органы для того, чтобы мне понять, сколько он должен был вырабатывать на данном земельном участке. Возможно ли такая упущенная выгода за такой промежуток времени? Выслушав доводы, участники призвали к медиации, то есть сесть за стол и прийти к компромиссу. В этой ситуации можем сказать, что вы сами друг другу создаете ненужные неприятности. Он не соглашается. Вы готовы, нет, к медиации? Скажите, пожалуйста. Я готов к медиации. Другой случай, который разбирали сегодня, дело альметьевского бизнесмена в сфере ЖКХ. Он проходит обвиняемым по уголовному делу. Мужчина недоволен, что после 9 месяцев ему вдруг изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Указание нашего президента Владимира Владимировича, значит, не кошмарить бизнес. Вы вот можете сейчас сказать, прокуратура в этом случае какую сторону приняла? Прокурор, давая оценку избрания той или иной меры пресечения, он руководствуется законом и представленными документами. Это дело в Центре общественных процедур решили взять на контроль. Вопрос все-таки, в каких случаях арестовывать предпринимателя или нет, это остался до сих пор актуальным. Несмотря на то, что были указы президента, к сожалению, отнести это к предпринимательской деятельности или к обычной, этот вопрос он есть. Такое заседание экспертов стало 4-м по счету. Помимо встреч, юристы-общественники выступают защитниками в судах. В некоторых случаях удалось добиться прекращения уголовных дел. Дмитрий Аренин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Дело о взятке в Росимуществе, пропавший автомобиль, покаянное селфи, осужденный свидетель. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее.
Впервые за 75 лет легендарный По-2 покидает фонд Нацмузея. Сегодня историческое событие. Наконец-то мы приступаем к реставрации наших крупногабаритных экспонатов. К какой масштабной выставке готовится главный музей республики, расскажет Вероника Гайнутдинова. Спасение нелетающего. Почему перелетные птицы не улетают в теплые края, а остаются в холодном Татарстане, расскажет Ленар Гинатуллин. Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Сразу же после прилета он отправился на встречу с активом татарских общественных организаций. Сейчас в Узбекистане проживает почти 300 тысяч татар. Завтра в программе Рустама Минниханова открытие в Самарканде новой линии сборки грузовиков КАМАЗ, знакомство с работой ташкентского завода сельхозтехники и посещение корпункта нашей телекомпании. Кроме того, запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Узбекистана. Она пройдет в рамках делового форума. Освоить лимит федеральных денег, больше встречаться с населением и уделить внимание нацпроектам. Такие задачи сегодня получили депутаты Госдумы от Татарстана на встрече с Фаридом Мухаммедшиным. Национальные проекты – дополнительная поддержка для регионов. Так, в этом году в республике построено 300 детских садов и 2 школы почти на 1500 мест. Идет модернизация очистных сооружений и обновляется первичное звено здравоохранения. Первые итоги нацпроектов по стране в следующем году подведут в Казани, где еще нужно добрать Татарстана, услышал Салават Мухаммадуллин. Не все одинаково активны. Так себе. С замечания в адрес некоторых депутатов началась встреча. С населением нужно больше общаться и лично объяснять, куда идут деньги, отметил Фарид Мухаммедшин. Финансирование из федерального бюджета все больше идет через нацпроекты. В этом году это 19 миллиардов. Правда, не все до конца понимают, о чем речь. К сожалению, не все министры, давайте откровенно будем, до конца еще даже деталей не знали. Я уж не говорю о некоторых главах, которые надо было определить с населением, что будем делать по благоустройству. Но и в самих программах есть пробелы. Намекнуть на них федералам сегодня попросили депутатов Госдумы. Сегодня жители, пожилые, замечу, наших таких районов, как Кукмар и Балтасин, должны обращаться в гериатрический кабинет от Минской ЦРБ. Поэтому здесь есть над чем работать. В этом году лимит поступлений из федерального бюджета в республику 82,5 миллиарда рублей. Из них уже поступило 80%. А это значит, что до конца декабря нужно сначала получить, а затем и потратить больше 16 миллиардов рублей. За каждый привлеченный рубль сегодня отчитались 17 рабочих групп. Большинство в плюсе. Но, например, в здравоохранении нужно освоить еще 2 миллиарда, а в сельском хозяйстве вовсе поменяли схему финансирования. Раньше поддержка сельского хозяйства в основном проходила за счет субсидирования процентной ставки. Сейчас сельхозпредприятие получает в банке кредит под 1-4% годовых. Прекратили авансирование без наличия полных документов. Соответственно, прекращение авансирования повлияло на исполнение бюджета в целом. Но уже в следующем году отложить все на последний квартал не получится. Вот чтобы уйти от этого процесса, мы в федеральном бюджете и федеральными законами предусмотрели, что уже в начале года у субъектов были деньги. Получится ли это? Депутаты и сенаторы подведут итоги на встречу уже в следующем году. Салават Мухаммадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Легендарный самолет По-2 сегодня впервые за 75 лет покинул фонд Нацмузея Республики. Уникальный экспонат отреставрируют к масштабной экспозиции «История Татарстана 20-е и 40-е годы». Она посвящена столетию ТССР. Об одном, но ключевом экспонате будущей выставки Вероника Гайнутдинова. Долгий тщательный процесс, работает спецтехника только через окно. Легендарный самолет По-2 впервые за 75 лет покидает фонд Национального музея республики. Здесь он хранился со времен Великой Отечественной войны. Это очень сложный процесс, потому что у нас они не умещаются ни в одни двери. Вынуждены мы демонтировать оконный проем. Это тоже очень сложно. Десятки названий самолета. Самый известный небесный тихоход По-2 во время войны — это У-2. На них летали известные бомбардировщицы начала
«Речные ведьмы». Несмотря на небольшую скорость, всего 120 км в час. Для сравнения, у истребителя 600 км в час. Его было невозможно сбить. Небольшой биплан был грозой противника. Один сбитый по два у фашистов приравнивался к двум истребителям. Такие легендарные самолеты собирали у нас в Казани. За годы войны заводом, который эвакуирован в Казань из Ленинграда, в Казани было выпущено более 11 тысяч таких самолетов. И вот один из них, как образец продукции, это единственный сохранившийся самолет, изготовленный на Казанском заводе. Теперь легендарный самолет ждет полная реставрация. Весь процесс будет проходить прямо на месте будущего экспонирования. Размах крыльев самолета 11 метров, поэтому его установят только с одним крылом. Самолет разместят на всем этом пространстве, поэтому масштаб можно оценить уже сейчас. И самое интересное, что вся эта реконструкция вернет нас на завод военного времени. Восстановление элементов, то есть порванного этого материала, окраска, значит, ремонт двигателя, конечно, недолетного состояния. Такую масштабную работу проводят в рамках подготовки к празднованию столетия ТССР. У нас в музее можно будет увидеть уникальную экспозицию истории Татарстана в 20-е и 40-е годы. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В ледяном плену оказались лебеди. За их спасением в социальных сетях эти выходные следила вся республика. Как это было и почему пернатым понадобилась помощь, разбирался Ленар Гинатуллин. Мы услышали шипение, потом поняли, что он здесь. В минувшие выходные эта история тронула всех жителей Закамья. В соцсетях молодых людей уже окрестили супергероями. А начиналась она так. Все лето 6 прекрасных лебедей жили на одном из озер садового общества «Бережок». Водоем замерз, и 5 птиц покинули просторы автограда и перелетели на незамерзающий кабан. Но одного забыли. Молодой самец остался в одиночку. Перелистывая новостной блог в соцсетях, нашел объявление, информацию, где на данном озере находится лебедь, вероятно, с повреждениями крыльями, по какой-то причине не смог улететь. Все, давай. Его пернатые друзья, скорее всего, были в шоке, что пока они летели, наш лебедь доехал до озера на машине первым классом с водителем. Я думаю, что все нормально с ними. Все нормально, все их кормят. Смотрите, они какие упитанные, холеные. Это уже другой лебедь из Челнов. Активистка тоже спасла его от холода, приютила на пару дней дома и привезла в Казань. Почему пернатые не улетают, за ответом мы обратились к специалистам. Скорее всего, просто данный птенец не был подготовлен к этому перелету. То есть, конечно, некоторые птенцы как бы более раньше вылупляются, они развиваются более активно. Данный птенец, ну, конечно, сейчас сложно говорить причины, но я вижу только вот в этом. По словам специалистов, главные условия, при которых птицы смогут перенести зиму в городе, это наличие корма и полыньи. Мороз их не пугает из-за высокой температуры тела, полынья здесь сохраняется всю зиму, а кормят люди, правда, не всегда правильно. Специалисты убедительно просят не кормить птиц хлебобулочными изделиями, им больше подходят пшеница, овес, морковь или капуста. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны, Казань. В эти минуты в Казани определяют обладателя национальной премии «Студент года-2019». Церемония собрала 400 студентов профорганизаций 48 регионов страны. Сейчас там находится наш корреспондент Ленар Гинатуллин. Ленар, здравствуй. Скажи, участники из Татарстана уже поднимались на пьедестал? Объединение милосердия. Тульская область. Добрый вечер, Алексей. Вот и закончился этот трехдневный студенческий праздник, а иначе финал премии «Студент года-2019» среди профессиональных образовательных учреждений не назвать. Только церемония закрытия сегодня началась с феерического шоу. Вы сейчас как раз можете увидеть эти кадры на своих экранах. А около 6 тысяч человек были номинированы на эту премию. И вот сегодня 400 лучших из них ждут оглашения результатов. Мне очень нравится, я под большим впечатлением, и да, все очень круто. Конечно же, хочется занять призовые или первые места. Участники соревновались в 9 номинациях. Это студент года, староста года, спортсмен года. Поэтому здесь абсолютно каждый нервничает и переживает перед выходом на сцену. Студент года для нас очень близкое. Мы 5 лет назад впервые провели его здесь,
в Татарстане именно всероссийский студент года. И вот он вернулся к нам уже в новом формате, когда есть 2 студента года, теперь высших учебных заведений, профессиональных образовательных организаций. Уже наградили победителей в некоторых номинациях. Вот прямо сейчас за моей спиной идет награждение победителя в номинации «Спортсмен года». Это девушка из Волгоградской области. К сожалению, пока татарстанские ребята не поднимались на сцену, но у них еще все впереди, поэтому я остаюсь здесь, скрестив пальцы за наших ребят. А вам, Алексей, передаю слово. У меня все. Спасибо, это было прямое включение с церемонии награждения «Студент года». И на этом у нас все. Далее информация о погоде, после чего вызов 112. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Канавто на Сибирском тракте дарит всем покупателям автомобилей «Лада» зимнюю резину. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 205 тысяч рублей. Звоните 239 77 27. Охрана территории Казань-Оргсинтеза – это сложная многоуровневая система. Более 2000 камер, датчики, объемные и радиоволновые извещатели по периметру. 4-уровневая идентификация, в том числе с распознаванием лица. Защита от террористических угроз. Контроль передвижения автомобилей системой отслеживания по маршруту. Казань-Оргсинтез. Сила во благо. В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Офтальмологическая клиника Кюзлер. Телефон 295 94 50. Хочешь получить «Ладу»? За наличный расчет выгодно. Тогда тебе в автоцентр «Парус». Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника Кюзлер. Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». 5 и 6 января новогодний спектакль на льду «Волшебное перо жар-птицы». Приходите. Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы без операции. Мария Киселева представляет новое шоу на воде «Русалочка. Параллельные миры». Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Белорусская выставка. Товары от производителя. Московская 2. Казанский ЦУМ с 26 ноября по 4 декабря. Правила здоровой жизни. Меньше есть, больше спать, заставлять мозг работать, уметь расслабляться, уважать друг друга в семье, не курить, не пить, заниматься спортом, проходить диспансеризацию. Приходите 2 и 3 января на новогодний мюзикл «Черномор». Bizning xalq Samantoy bayrami bilan Yangi yil orasida yashaydir kibir. Mana mening uchun tog' bir bayram. Bulg'or radiosi milliy muzikal premiyasini topshiruv kuni. 14 dekabr Piramida. Bulg'or radiosi milliy muzikal premiyasini topshiruv tantanasi. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана весь день будет пасмурно и минус 5-6 градусов. На северо-востоке республики аналогичная погода. Днем ожидается минус 5. На севере Татарстана с самого утра и до вечера небо затянет облаками, не ниже минус 5. На северо-западе республики будет пасмурно и довольно холодно, минус 5-6 градусов. На юго-западе Татарстана солнце спрячется за облаками, минус 4-5 градусов. В центре Татарстана пасмурно, но без осадков, 4-5 градуса ниже 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез
что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Вниманию абитуриентов! 8 декабря Российский исламский институт проводит День открытых дверей. Добро пожаловать! Начало в 10 часов. Телефон в Казани 251 01 55. В Казани, несмотря на мороз, сохранится сухая погода. Днем 5-7 градусов ниже 0. Ветер слабый, атмосферное давление и влажность воздуха повышенные. В магнитном поле Земли спокойно. Дистанционное дробление камней в почках. Бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике ФармТ. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника ФармТ. 292 66 77.